О самых заметных событиях вторника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Строительный сезон в разгаре, но близится к завершению. Глава Якутии Айсан Николаев посетил несколько объектов. Не менее важно достроить дороги. Как продвигается строительство региональных автодорог, нам и УМНАС успеют ли завершить работы до начала холодов? Группировку сил наращивают на тушение лесных пожаров в регионе. Насколько погода поможет в борьбе с огнем и стало ли легче дышать? Якутские разработки на службе вооруженных сил. На Международном военно-техническом форуме «Армия» в Подмосковье якутские компании представили свои новинки. За тех, кто в поле. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают археологи. Расскажем об этой загадочной профессии. Строительный сезон в Якутии очень короткий. За это время необходимо успеть сделать многое. Провести ремонт зданий, подлатать и переделать дороги, успеть до холодов возвести коробки зданий. Сегодня глава республики Айсан Николаев ознакомился с ходом ремонтных работ в средней школе номер 38, посетил 17-й квартал, а также ознакомился с ходом строительства центра самбо и дзюдо. Подробности у Александра Хавренко. Накануне Дня знаний особое внимание уделяется объектам образования. С апреля месяца капитальный ремонт идет в средней школе номер 38 в Портовском районе. Внутри здания поменяли все от полового покрытия до электрики. В ближайшие дни завершится уборка, установка мебели и оборудования. И 1 сентября ученики встретят в полностью обновленных классах. Наша школа попала в федеральный проект по капитальному ремонту и оснащению модернизации школ. Этот проект у нас работает с прошлого года. И в этом году в городе Якутске только 13 школ ремонтируется. И мы очень рады, что наша школа вошла. Мы с 1 апреля освободили здание школы. Наши подрядчики ООО «Сантехстрой» приступили с 1 апреля к демонтажным, монтажным работам. И вот в августе месяце почти на финишной прямой 100% готовность. В столице продолжается программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Большой фронт работ в этом направлении идет в районе 17-го квартала, где уже сегодня расселяются старые деревянные дома, чтобы на их месте появился новый жилой микрорайон. Президент страны дал поручение по расселению аварийного жилья. После моего обращения к нему по вопросам 17-го квартала сейчас также идет активная работа и с правительством страны по выделению дополнительных средств. И уже выделяются средства, в том числе вот в рамках мастер-плана, который мы будем по городу Якутску реализовывать. Сейчас мы уже в этом году должны 16 домов в 17-м квартале расселить. Много лет в Федерации самбо и дзюдо республики мечтали о собственном центре подготовки спортсменов. Несколько раз строительство центра откладывалось и переносилось. Но недавно вопрос решился. В районе улицы Губина застройщик при возведении 12-этажного жилого дома 2 этажа по программе социального партнерства отдает под центр самбо и дзюдо. Планируем в Детязе, чтобы был открыт центр подготовки, тренировочный будет. Ну, я думаю, самое главное, что мы наконец-то сделали то, что, к чему мы шли. Мы хотели создать свой центр подготовки самбо и дзюдо. Сегодня наши спортсмены добиваются больших успехов. У нас чемпионы Европы, чемпионы мира, а центра нет. И вот наконец-то мы, благодаря общими всеми усилиями, Федерации дзюдо, Федерации самбо, мы сделали то, что мы хотели. По результатам объезда глава республики остался доволен увиденным и ходом работ на всех объектах. Каждая стройка, каждое отремонтированное здание приближает Якутск к званию лучшего города на вечной мерзлоте. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Также в Якутске активно ведут реконструкцию автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Подробнее о проделанной работе на трассах нам и УМНАС расскажет Порфирина Алексеева.
Продолжается реконструкция региональной дороги УМНАС, известной как Покровский тракт. Последний ремонт на этой дороге был произведен аж более полувека назад, то есть в 70-х годах. Ну что ж, хочется отметить, что эта дорога будет намного шире, она будет второй категории, то есть четырехполосной, также будет намного толще. Вот на это хотелось бы обратить внимание, что впервые в Якутии дорога будет, первый слой дороги будет составлять 13 сантиметров. Для сравнения, другие дороги первый слой составляет 7 сантиметров. Такой слой еще нигде не применялся. У нас реконструкция там толщина слоя меньше. В связи с тем, что дорога УМНАС, она более нагруженная. Груза идут с Покровска, с Максаголоха. Возят цемент, щебень, строительные конструкции. Верхний слой бетона толщиной в 5 сантиметров будет уложен в следующем году. Это позволит исключить неровности после окончательной стабилизации земляного полотна. В этом году по Покровскому тракту будет уложен асфальт протяженностью в 4 километра из планируемых 8. Так, согласно проекту автодороги УМНАС, с 11 по 20 километр будут установлены 11 светофорных комплексов и 8 пешеходных переходов, а также 10 автобусных остановок. Контроль качества выполняемых работ ведется ежедневно. Сейчас у нас идет уплотнение, укладка асфальтобетонной смеси на участке. У нас сейчас идет контроль качества смеси. Уплотняем мы катками гладковальцовыми. Они уплотняют согласно акту пробного уплотнения. Тут идет уже температура каждому слою отдельно идет. Вот и стоим и контролируем вот эту температуру уплотнения. Сколько она должна быть по стандарту? По стандарту 120 заходит. Сейчас мы выйдем 132,5 градусов Цельсия. Это уже с завода выходит асфальт у нас 150-160 градусов Цельсия примерно. Вот. И сейчас получается температура смеси хорошая, стабильная. Также в феврале текущего года начались ремонтные работы по расширению дороги НАМ в микрорайоне Марха. На сегодняшний день окончено переустройство линии связи и электропередач. После реконструкции дорога будет четырехполосной с разделительной полосой посередине. Для удобства пешеходов будут устроены тротуары с перильным ограждением. Также будет по проекту 7 остановочных площадок, 371 штука опор освещения и 5 комплексов светофорного регулирования. До конца года на автодороге НАМ должны уложить 1,5 километра асфальта. И столько же в следующем. Ну а закончить ремонтные работы планируется в октябре 2024 года. Всего в республике в этом году планируется введение 44 дорожных объектов. Это 267 километров. 245 из них находятся на региональных автомобильных дорогах. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. На тушение лесных пожаров в Якутии продолжит наращивать число парашютистов и десантников. Об этом сообщил Федеральный оперштаб. На сегодняшний день всего с огнем борются порядка 1500 человек. Из них более 1200 – это профессиональные лесные пожарные десантники. В частности, трудятся сотрудники Федеральной и Республиканской авиалесоохраны, а также работники авиабаз из Бурятии, Тывы, Забайкальского края и других субъектов. В настоящий момент на территории республики действуют 111 лесных пожаров на площади более 300 тысяч гектаров. Большинство очагов находятся в труднодоступных и удаленных местах. Продолжает работать авиация. На тушении находится 10 бортов и на авиапатрулировании 4 борта. Самолет-зондировщик полярных авиалиний «Атмосфера» вчера работал в Усмайском районе и сегодня также работает в Усмайском районе. Обращение от населения получаем частью работы самолетов Б-200 МЧС России, то действительно такое предложение подготовлено, но между тем такой самолет работает только при угрозе населенным пунктам. Слава Богу, в этом плане у нас сегодня угрозы от природных пожаров населенным пунктам нет. Управление Роспотребнадзора по республике также продолжает ежедневный мониторинг воздуха в населенных пунктах. На сегодняшний день проведено 42 исследования, из них 27 в Якутске, а также в 7 районах. Ведомство рекомендует минимизировать пребывание на открытом воздухе в период задымления и использовать средства защиты органов дыхания. По результатам исследований отмечается улучшение в сравнении с предыдущими днями.
Ну, есть превышение предельно допустимых концентраций химических веществ по 5 показателям от 1 до 1,5 раз. В городе Якутске по взвешенным веществам, взвешенным частицам диоксиду и оксиду азота, по диоксиду азота в городе Нюрбе, селе Намцы Намского района и в поселке Усьмай Усьмайского района. Между тем, за прошедшие сутки погода изменилась в лучшую сторону, что положительно сказывается не только на ликвидации лесных пожаров, но и на задымленности в столице. По словам начальника гидрометцентра Татьяны Маршали, хорошие дожди прошли в Усть-Майском, Хангаласском, Сунтарском районах, а также в Заречье. На этой неделе температура в основном будет держаться в пределах 18-23 градусов. Также с прошедшими дождями класс пожароопасности во многих районах понизился, но по-прежнему сохраняется 5-й класс в Намском и Горном районах. Там дождей пока не ожидается. Как мы говорили ранее, с переходом потоков на северные, северо-западные, ситуация с задымлением улучшилась. Дальше в ближайшие сутки мы ждем еще северо-западный ветер, дальше северо-восточный, и уже к пятнице ветер опять повернет на юго-восточный. Поэтому все будет зависеть от того, как справиться с пожарами, потому что, в принципе, дожди прошли и в Хабаровском крае, и на юго-востоке нашей территории довольно хорошие. Идем далее. Якутские разработки на службе вооруженных сил в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023», который проходит в подмосковных Кубинках. Якутские компании представили свои новинки. Масштабный форум проходит уже в 9-й раз и традиционно собирает 1000 участников из десятков стран. Подробности у Максима Кардоза. Инновации, мощь и прогресс. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представлено лучшее, что может предложить оборонно-промышленный комплекс России и наши зарубежные партнеры. 1500 предприятий, десятки тысяч образцов продукции. Павильоны выставки поражают своим разнообразием. На форуме представлена и боевая техника. Это, например, основной российский танк «Армата» Т-14. У него необитаемая башня, и при конструкции разработчики сделали упор на безопасность экипажа. Он находится в своеобразной капсуле и дополнительно защищен. Выглядит внушительно. Очень современная техника вся, да, то есть все то, что нужно нам на передовой для участия в СВО. Вот. Здесь просто колоссальная расширенная линейка всяких беспилотников, квадрокоптеров, начиная, потом средства электронной борьбы, техники просто много. Якутия также представлена на форуме. Компания «Хатутент» привезла на международную площадку свои разработки. Это костюмы и другая экипировка, позволяющая солдатам или целым сооружениям стать невидимыми для тепловизионного оборудования противника. Причем якутское ноу-хау уже активно применяется в зоне СВО. Мы научились именно сохранять тепло. И, как говорится, если мы сохраняем тепло не выходит, то тепловизор нас, естественно, не видит. Естественно, вся наша продукция – это скрытие от тепловизионного оборудования. Неважно какого, от боевых прицелов, от обычных тепловизоров, от бытовых, от военных тепловизоров, тепловизоров стационарных, мобильных, на квадрокоптерах, на БПЛА, на танках. Мы все это закрываем. Уже те разговоры, которые мы ведем и слышим вокруг нашей экспозиции, они очень профессиональные. Они имеют военную направленность. Сегодня уже подходят к нам военные специалисты, представители командования различных видов войск, которые видят в этом необходимость и перспективу в нашей продукции. И поэтому мы сегодня уже на форуме «Армия» не новички, нас узнают. Также специалистов заинтересовали и снегоболотоходы компании ЕКТ «Сокол», которые собирают в Якутске. Квадроциклы уже зарекомендовали себя в зоне СВО как мощная техника, которая не боится никаких преград. Представили на форуме «Армия-2023» свои разработки и ученые Северо-Восточного федерального университета в области бронезащиты. Также на площадке Якутии можно было увидеть дроны, которые собирают у нас в республике. Форум продлится до 20 августа. Посетить выставочную часть могут все желающие. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Московская область.
Снова переносимся в Якутию. Часть центральной улицы Якутска перекроют. Движение транспорта временно ограничит на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дижнева с 18 по 27 августа. Дорогу перекроют в связи с проведением работ по устройству водоотводных лотков в рамках капитального ремонта центральной улицы. Маршрутные автобусы под номерами 4 и 14 продолжат движение согласно разработанным схемам объездов. Они на ваших экранах. Диалог на равных в таком формате встретился с молодежью премьер Андрей Тарасенко. Общались члены правительства, руководители исполнительных органов госвласти, а также активисты молодежных общественных организаций и объединений. Прозвучали актуальные для молодежи вопросы. Кроме того, участники обменялись мнениями. Напомним, это уже традиционное мероприятие, его организует молодежное правительство. На таких встречах представители молодежи со всей республики могут получить ответы на самые острые вопросы. Больше всего молодых специалистов интересует трудоустройство, отток молодежи из сел, а также безработица. Очень отрадно, что наше правительство живо интересуется вопросами, которые поднимают молодежные общественные организации. То, что интересно для молодежи, это и льготы для жителей, проживающих в сельских поселениях. Также это и грантовая поддержка молодежи, ну и субсидирование билетов для того, чтобы молодежь могла проезжать места своего отдыха. Поэтому мы действительно рады, что такое внимание со стороны правительства присутствует, и будем вместе в дальнейшем также взаимодействовать. За тех, кто в поле, сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто свою жизнь посвящают работе в земле. Именно археологи, благодаря своей находчивости, подарили миру еще один особенный день. Моя коллега Наджа Саханская пообщалась с археологами Якутска и готова рассказать об этой загадочной профессии. Работа археолога невероятная и интересная, однако чаще всего специалистам приходится выполнять монотонную механическую работу. Поэтому самое важное – не потерять тот творческий потенциал, который есть у молодого специалиста в самом начале пути. Так, например, Константин Старков стал археологом только потому, что она бросила ему вызов. И на первом экзамене получил 3 по археологии. И можно сказать, что это прозвучало как вызов. Вот. Ты получил 3 по археологии, значит, надо в этом направлении как-то работать, стараться. И с первой практики начал заниматься углубленно. Прикоснуться к истории, разгадать тайны прошлого – это всегда завораживает. Отчасти работа археолога напоминает работу детектива. Во время раскопок решаются своего рода задачки, как жили люди и каков был их быт пару столетий назад. И это не единственные вопросы, на которые нужно найти ответы. Впрочем, работы археологам хватает как летом, так и зимой. Зимой мы, как правило, занимаемся камеральной обработкой. Также пишем статьи о наших проведенных раскопках, о находках, которые мы нашли, публикации выпускаем, выставки по найденным экспонатам, ну и тому подобное. Очень много работы, на самом деле. Организовываем конференции, участвуем в конференции, много работы. Однако археологическими раскопками занимаются не только молодые специалисты. Николай Кирьянов посвятил этому делу всю свою жизнь. Его трудовой стаж насчитывает уже 23 года, и одной из самых необычных поездок он считает экспедицию на север Якутии. Такие наиболее экстремальные, наверное, это были работы на севере, в Верхоянском районе, когда мы изучали якутские захоронения 17-18 века. И было удивительно то, что мы раскопали несколько захоронений, которые впоследствии по результатам генетики оказались прямыми родственниками. Там отец, сын и дочь были погребены в разных наследах, но генетически оказалось, что это они принадлежат к одному семейству. Но что самое очаровательное, профессиональный праздник археолога выпадает именно на полевой сезон, и большинство встречает его в экспедициях. Поэтому лучше всего пожелать в такой праздник археологам можно грандиозных находок и интересных открытий. Однако самое удивительное, что праздник День археолога не является ни государственным, ни национальным. Все дело заключается в простом случае. В 30-е годы, когда происходила экспедиция в Ленобласти, было строго наказано не отмечать никаких праздников, кроме государственных. После чего находчивые археологи прислали к себе в экспедицию телеграмму с Днем археолога. Именно тогда, 15 августа, и появилась эта праздничная дата. Археологи есть и у нас в Якутии, которые сегодня отмечают свой профессиональный
профессиональный праздник и, конечно, делают большой вклад в изучение истории Якутска. Надежда Саханская, Иван Сорокаумов, Якутск. Завершается прием документов в среднеспециальные учебные заведения. Сегодня последний день. В этом году всего выделено более 6700 бюджетных мест, а приемная кампания стартовала 20 июня. Документы принимали очно и заочно через портал госуслуг, а также по электронной почте учебного заведения. Между тем, за период приемной кампании поступило более 24 тысяч заявок. Из них большой конкурс наблюдается в медицинские, педагогические и финансово-экономические колледжи. На одно место подано более 10 заявок. Надо сказать родителям, абитуриентам, что еще есть бюджетные места. Вот. Сегодня, например, последний день приема заявлений. Можете узнать на сайте Министерства образования о таких учреждениях. Это, например, промышленные районы: Мирный, Алдан, Хандыга, там, Нюрба, Сунтар. Там очень хорошие оснащенные колледжи, тесная связь с работодателями. Там еще осталось небольшое количество бюджетных мест. Новый спортивный комплекс появится в Якутске. В микрорайоне Звездное начали строительство крытого ледового катка площадью более 5000 квадратных метров. Максимальная пропускная способность катка – 50 человек за смену. Число зрительских мест – 210. Спортивный объект строят по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Это часть нацпроекта «Демография». Стройку начали недавно. Спорткомплекс планируют сдать в ноябре следующего года. В катке у нас, получается, будет ледовый корт 60 на 30 размером. Также у нас будет помещение для керлинга, первое в республике. В данном здании также у нас будет тренажерный зал и спортивный зал, получается, и административно-бытовые помещения. Также в этом здании, вот в административно-бытовом корпусе, на втором этаже будет кабинет врача. Для всех спортобъектов сейчас это предусматривается. На одном из многоквартирных домов поселка Махсагалок в скором времени появится произведение уличного настенного искусства «Мурал». Рисует его художник из Казани Рустам Салимгараев, известный под псевдонимом Рустам Кубик. Художник-муралист прибыл в Якутию на прошлой неделе и сразу приступил к работе. Встретилась и поговорила с ним наш корреспондент Виолетта Засимова. Рустам Кубик является художником-муралистом 9 лет. Его работы можно увидеть в разных странах мира, от Новой Зеландии до Мексики. Немало фасадов он также украсил и в России. В Якутии он работает впервые. В качестве холста ему доверили стену многоэтажки по улице Соколиная, 8 в поселке Махсагалох. Над муралом Рустам трудится несколько дней, и уже четко видна фигура маленького мальчика на фоне неба. По задумке здесь мальчик лепит вот из песка, на берегу реки, лепит из песка городок, который вот в отражении уже, скажем, переходит в реалистичный сам поселок Махсагалох. Эскиз мурала одобряли совместно Центр компетенций «Лето» и администрация поселка в рамках ежегодного фестиваля современного искусства «Лето Якутия». В этом году у нас был сбор заявок Open Call, который мы провели в начале июня. И вот по поступившим заявкам мы выбрали несколько художников, которые у нас рисовали, взяли объекты в Махсагалохе и в Тиксе. В Тиксе мы закончили уже работу, буквально на прошлой неделе ездили туда, у нас масса впечатлений по этому объекту. Площадь мурала в Махсагалохе 255 квадратных метров. При этом Рустам трудится один, без помощников. Разве что перед его приездом местное градообразующее предприятие «Якутцемент» провело подготовительные работы. Очистило стену от пыли, грязи и старой краски. Стоит отметить, что процесс создания мурала сопровождают такие явления, как задымленность из-за лесных пожаров и сезонные летающие насекомые. Самый сюрприз — это насекомые, конечно, но есть средства от этого всего, поэтому в целом никаких проблем нет. Работается хорошо, условия хорошие, мне все нравится. Мурал в Махсагалохе отлично виден со стороны нового общественного пространства поселка сквера первостроителей, где любят проводить время местные жители от мала до велика. Можно сказать, что мурал – это продолжение сквера. Поселок строится, поселок преображается. Вот сейчас там рисует на доме красиво.
Конечно, хотелось бы, чтобы все дома пообновили, но не в силах, наверное, это. Ну, поселок смотрится хорошо. К концу этой недели жители поселка могут уже в полной мере оценить работу Рустама Кубика. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь с нами.